В настоящее время наша команда состоит порядка из 70 ученых. Работаем с международными экспертами из Японии, Токийского университета, с Корейским университетом Сеула. Данный инжиниринговый центр создается на базе уже действующих лабораторий строительного направления, дорожного направления. В рамках нашего проекта закуплено необходимое современное научное оборудование известных мировых брендов, как Hitachi, Bruker и другие, которые востребованы в мире. Работы ведутся по исследованиям битума, по исследованиям строительных материалов, микроскопии, неразрушающего методом, механические, физические испытания. Все это позволяет исследовать материал от его минералогического состава, элементного состава до запуска этого готового материала в производство. Все оборудования поверены, калиброваны. В рамках данного проекта закуплено новейшее современное оборудование топовых брендов мировых, которые в настоящее время востребованы в мире для подтверждения исследований. Наша команда ведет работу по нескольким кластерам. Это первое по полимер битумам, это новое направление по разработке добавок к настоящему битуму, ввиду того, что наши битумы низкого качества, и мы проводим работу по улучшению этого состава с целью того, чтобы улучшить свойства битума на старение битума, на вязкость его, растяжение и таким образом способствовать долговечности асфальтобетонных покрытий наших дорог. У нас уже есть хорошие результаты. Мы получили состав из соломы, это экопанели. Этот состав полностью 100% экологический состав, состоит из отходов зерновых культур, по требованиям стандарта соответствует. И в настоящее время проводятся работы по созданию именно пилотного проекта. Также у нас по строительным материалам есть наработки по шумоизоляции. Вы знаете, шумоизоляция – это проблема актуальная в нашем государстве по слышимости наших соседей, как вы знаете. Вот. Поэтому для решения этой проблемы мы проработали технологии шумоизоляционных материалов, которые также добавка основной является это отходы сталеплавильных шлаков. В чем их уникальность, мы также можем вам показать по нашим результатам, что они обладают такими свойствами, что поглощает именно вот этот звук. В настоящее время SuperPave, эта технология, она известна в Америке, известна в Европе, в ближнем зарубежье. 2 года назад была внедрена в России. Наша задача в Казахстане адаптировать эту технологию под условия нашего климата. Наш климат имеет разные условия, от минус 40 до плюс 40. Вот эти динамика изменения климатических условий, она очень влияет на качество наших дорог. Поэтому наша задача максимально адаптировать эту технологию для того, чтобы стабилизировать свойства асфальтобетонного покрытия с учетом PG-марки именно данного стандарта. В рабочем коллективе мы решаем все эти проблемы и планируем до конца 2025 года проработку 7 стандартов по SuperPave. Вот, в коллаборации с нашими коллегами отрабатывать по направлениям проблем дорог определенные стандарты, которые повлияют на качество наших дорог. И в заключение мне хотелось бы поблагодарить наше государство, нашего президента, наше Министерство образования и науки за большую поддержку в области науки и технологий. Это оказывает большое влияние на развитие нашей науки, дает нам стимул для создания новых идей, воплощения этих идей в реальность. Я благодарю нашего ректора, совет директоров, что выделили средства на строительство технопарка для создания материально-технической базы для проведения исследований и создания этого центра инжинирингового центра по строительно-дорожным материалам.